Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Друзья, я рада, что вы отозвались и хотите помочь привести в порядок участок передержки Наташи. Зонированный выгульник быть должен обязательно. Это шанс для тех, кто в опасности, и в последующем он нам еще пригодится. Значит, тогда открываем сбор. Подписывайте вашу помощь словом «выгульник», чтобы мы понимали, сколько у нас собрано на выгульник, а сколько на корм. И будем копить, стараться копить на благоустройство передержки. А будни идут своим чередом. И это не только накормить, убрать, помыть и выгулить собак. У них тоже случается и простуда, и кашель, и глаза загноились, и плохо себя чувствуют, и вялые, и опять страх. И вместо выгула закрываешь собак и несешься быстрее в клинику. А до клиники 1,5 часа надо доехать. И вот Наталья несется в клинику, лишь бы не пироплазмоз. Успеть, чтобы не отказали почки. Сдать анализы, а может положить на стационар и за него заплатить. И это будни. Сегодня пришло вот такое сообщение с передержки номер 2. Это то, о чем я и говорила на стриме. Проблемы увеличиваются, как снежный ком. Их все больше, и ситуация все критичней. Значит, вот один отсек, пустой поддон, нету ни одного мешка. Открываю второй отсек. У нас осталось ровно 2 мешка. Это покормить собак сегодня. Вот, Лар, что нам делать-то, как нам заказывать корм, если денег-то нету? Завтра уже собак будет кормить нечем. Передержка номер 2 у нас образцово-показательная. Всегда идеальный порядок, все по часам, и наши спасеныши очень быстро привыкают к режиму. Раньше я не заморачивалась с покупкой корма, я даже не вникала, когда он закупался. Я просто оплачивала передержки собак, и на эти деньги покупался корм. Но вот наступили трудные времена. Я задерживаю оплату. Передержки не могут вовремя закупить корм. И снова вся надежда на вас, друзья. Пожалуйста, любая сумма, помогите собрать на еду. Патовая ситуация.
Зина и Федя. Так я их прозвала, когда забирали зимой из ППЖ. Сокамерники. Говорят, что это брат и сестра. Не знаю, они очень разные, но одинаково добрые, контактные. Федя – деловой коротколапик, а Зинка – статная красавица. Скромными приехали, боязливыми, а сейчас раскрепостились, освоились, распушились, любят по-голодушке, любят человека. Замечательные детишки. Даня. Данька с виду строгий, смурной, брутальный, мордастый парень, а в душе душка и добряк. Забирали в январе из того злополучного ангара, из которого не все вышли живыми. Хотела из вольера забрать не с несчастными глазами одну палевую девочку, а с ней оказался и этот, строгий на вид. Ну, пришлось забирать обоих. Вторую палевую, это Шурочка, покажем позже, у нее еще фотосессия не прошла. Моня Краса или Марта была забрана из ППЖ в сентябре. Такая выразительная девочка, не конфликтная, но и себя в обиду не даст, с достоинством, не плюшка, адекватная, не говкучая. Можно в семью с детьми, не задира. Можно и в квартиру, и в дом. Замечательная собака. Алик или Алмазик спасали с улицы в мороз в феврале прошлого года. Да чего ж красавец парень. 4 его братиков и сестренок, таких же алмазиков, забирали из ППЖ и всех пристроили. Все у всех хорошо, а этому не везет. Жалко, когда часть их короткой жизни проходит не в семье, не с любимым хозяином, а в общежитии. Ему всего-то годика 2. Линда. Эта девочка приковала мое внимание, сидя в вольере в ППЖ. Мимо ее глаз я не смогла пройти. Попросила сделать видео, а она и так, и сяк заглядывала в глаза. А я представляла бурю чувств и печали в ее душе. Она как чувствовала, что это ее единственный шанс выйти из заточения. Она собака-человек, умеющая чувствовать, сказала я себе, и попросила ее забрать. А как она складывает лапки, обнимая человека и нежно облизывая руки человека.
Как такую не спасти? Разве ей место было в ППЖ?